Рекламная информационная программа «Новости банков Оренбурга». Здравствуйте, в студии Елена Костолева. Программу представляет интернет-портал банкиоренбурга.ру, сайт для тех, кто стремится быть в курсе последних событий в финансовой сфере. Ника Банк оборудовал все офисы, работающие с физическими лицами, рабочими местами интернет-банк. Теперь клиенты всех офисов банка, подключившиеся к системе интернет-банк, могут совершать практически все операции по своему счету не только дома или на работе, но и в отделении банка, воспользовавшись рабочим местом клиента. А это оплата коммунальных услуг, интернета, телефона, перевод денежных средств на другие счета, открытие и пополнение онлайн-вкладов. Также рабочее место интернет-банк пригодится тем клиентам, которые хотят научиться пользоваться системой. Агентство «Эксперт» подтвердило банку «Агросоюз» рейтинг А – высокий уровень кредитоспособности. Прогноз стабильный, под уровень 2. Аналитики отмечают хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и горизонте свыше года. Высокое качество портфеля ценных бумаг, достаточный уровень обеспеченности кредитного портфеля. Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказали наличие широкой сети подразделений и приемлемый уровень региональной диверсификации привлеченных и размещенных средств. 5 ноября председатель Поволжского Сбербанка Владимир Ситнов провел брифинг, на котором рассказал о том, как банк в текущей экономической ситуации поддерживает своих клиентов. С 14 октября Сбербанк повысил ставки по всем видам вкладов. Так, по онлайн-вкладам, которые можно открыть через систему Сбербанк онлайн, доход составит от 8,15% годовых. Повышение составило в среднем 1,3 пункта. По вкладам в сегменте Сбербанк Премьер действует ставка до 9,2% годовых. В целом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Поволжский банк продолжает показывать высокие финансовые результаты и повышать операционную эффективность. За 9 месяцев текущего года депозитный портфель вырос на 4% и составил 371 миллиард рублей. Активно развивается ипотечное кредитование. Отмечается, что в регионе каждый второй ипотечный кредит выдается Поволжским банком. Россельхозбанк увеличил срок кредитования юридических лиц, занимающихся производством молока, до 15 лет. Заемные средства предоставляются как в форме единовременной выдачи, так и кредитной линии, что позволяет учитывать порядок расчетов клиентов с поставщиками. В рамках предложения возможно предоставление льготного периода по погашению основного долга до 3 лет. Сообщается, что расширение возможностей кредитования для предприятий молочного животноводства будет способствовать повышению объемов производства отечественной продукции и ускорению темпов импортозамещения. До 23 ноября банк «Агропромкредит» и платежная система «Виза» в рамках акции «Планируйте заранее» предлагают своим клиентам воспользоваться специальным предложением компании РЖД на покупку железнодорожных билетов с 50% скидкой. Для этого необходимо до 23 ноября оплатить билеты картами «Виза» банка «Агропромкредит» на официальном сайте РЖД в кассах или терминалах. Скидка действует при покупке билетов на верхние полки в купе на путешествия, запланированные до 24 декабря. С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте банка и на сайте РЖД. Это все банковские новости на сегодня. Программу представил портал Банки Оренбурга, интернет-ресурс для тех, кто ищет самую свежую информацию о банках. Адреса, телефоны банков, карта банкоматов, онлайн-заявки на кредит, курсы валют и самые последние банковские новости. Адрес сайта banki-orenburga.ru.